Всем привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Прежде всего, мои земляки, граждане Таджикистана, таджикистанцы. Я хочу сегодня поговорить о таджикском Шиндлере. Не удивляйтесь, а, таджикская диктатура достигла красной черты, и у нее появился свой таджикский и свой Шиндлер. А, Многие, наверное, знают, кто такой Оскар Шиндлер. Это великий гуманист, который совершил, а, я считаю, героический подвиг. Это всемирно известный человек, который спасал жизни еврейских детей от нацистского режима и вывозил этих детей в безопасные из Германии, безопасные страны. Он, конечно, многим рисковал, и он это делал осознанно. И кто такой таджикский Шиндлер? Таджикский Шиндлер – это 87-летний Бобой Дона, или официально Даниил Набиев, который, несмотря на свой возраст, несмотря на опасность, добровольно, осознанно шел на риск. Он не вывозил таджикских детей из Таджикистана, потому что это было ему не под силу, но ему было под силу кормить таджикских детей, детей, которые стали заложниками диктатуры фюрера, таджикского фюрера Эмомали Рахмона, детей врагов народа, так называемых врагов народа, тех людей, которые объявлены были и до сих пор объявлены врагами народа режима, диктаторского режима, античеловеческого, антигуманного режима Эмомали Рахмона. Те люди, которые могли ему помешать изменять родине, продавать территорию Таджикистана, грабить народ, нарушать Конституцию, попирать права человека. Все эти люди объявлены врагами народа. Среди них как представители партии Исламского Возрождения, так представители группы 24, среди них демократы, среди них социал-демократы, как Махмурод Адинаев или как председатель Демпартии Таджикистана Махмадрузей Искандаров и многие враги народа. И список врагов народа расширяется и расширяется с каждым годом в течение вот уже 28 лет правления Его Величества, ныне так называемого Его Величества, основателя мира и спасителя планеты, Эмомали Рахмона. По сути, этот режим, объявляя все больше и больше частей таджикского общества врагами народа, противопоставил себя этому народу и объявил себя врагом народа. Потому что все уже стали врагами народа, врагами народа в понимании и, так сказать, интерпретации этого режима. Мигранты стали врагами народа, политические беженцы стали врагами народа. Каждый, кто поднимает, возвышает голос против беззакония, против несправедливости, становится врагом народа. Махмурод Одинаев
заместитель председателя социал-демократической партии, который возвысил голос в защиту своего сына, инвалида, подвергшегося облаве и попытке призвать его в армию. И отец, который пытался защитить своего сына, права своего сына, объявлен врагом народа, потому что заявил, что его сын инвалид пойдет служить в армию только после того, как здоровые сыновья Эмомали Рахмона и внуки также пойдут служить в армию. И Махмурод Одинаев объявлен врагом народа и обвинен в призывах к насильственным действиям, потому что официально попросил разрешения у мэрии Душанбе на проведение митинга согласно Конституции. То есть круг врагов народа расширяется и расширяется, и самое печальное, что все знают, что в Таджикистане нет работы, нет рабочих мест. Но мало кто знает, что люди, на которых теперь клеймо враг народа, как при Сталине и как при Гитлере, у них запрет на профессию, они вообще не могут найти работу. Их никто не принимает на работу. То есть семьи, лишившиеся своих кормильцев. Их кормильцы сидят в тюрьме, оболганы, оклеветаны по надуманным обвинениям, по обвинениям, которым никто не верит в мире. Ни правозащитники, ни ООН, ни даже партнеры по СНГ. Эмомали Рахмон сейчас предлагает партнерам по СНГ и по ШОС составить общий список террористических организаций, понимаете? И он считает всех дураками, всех других лидеров других стран идиотами, потому что все прекрасно понимают, что количество врагов народа у Рахмона может быть беспредельно, и он уже противопоставил себя народу, самому народу Таджикистана. И в Москве, и в Ташкенте, и в Астане, и в других столицах СНГ, и за пределами СНГ, в европейских столицах, в США и в других странах. Все отдают себе отчет, что это безответственный политик, который ведет Таджикистан к краху. Он готов объявить врагами народа всех и противопоставить себя народу. И что в этих условиях Таджикистан становится совершенно ненадежным партнером. И более того, взрывоопасным и для самого Таджикистана, и для соседей, для партнеров. Потому что это безответственная политика. И все диктатуры так или иначе повторяют путь друг друга. Они проходят определенные этапы своей деградации и саморазрушения. Начало захвата власти, поджог Рейхстага, обвинения в поджоге Рейхстага оппозиции, репрессии в отношении, так сказать, оболганных, и потом репрессии в отношении семей, в отношении детей и так далее, и так далее. И этот снежный ком, порочный ком растет, потому что это единственный способ, благодаря которому подобные диктатуры
могут существовать, но это тот же способ, а, благодаря которому они себя хоронят. Это способ саморазрушения этих диктатур. Вся проблема в том, что под обломками этих диктатур могут оказаться люди, пострадать невиновные. Но эти люди совершенно не обеспокоены, не озабочены тем, что пострадают люди. Они 28 лет пугали и продолжают пугать таджикский народ войной, но они все делают для того, чтобы э, случились потрясения в Таджикистане. Потому что они не могут остановиться. Это совершенно, они лишены разума. Все их заботы связаны только с наживой, с грабежом, с выдаиванием всего, что движется, всего, что живет. У них есть единственная идеология, и они перепробовали все идеологии, но у них не пошло. Идеология расизма, нацизма, исключительности, арийскости, все что угодно, но у них не пошло это, потому что эти люди, они лишены, у них нет ценностей, идей нет, идей. Ну, какие могут быть идеи у клуба самодеятельности колхоза имени Тапака Дангары? Какие могут быть идеи у этих неграмотных и совершенно недалеких людей? Только бхубгард, грабь и гуляй. Гуляй рванина. Единственная их идея и единственный их лозунг. Для того, чтобы продолжать грабить и наживаться, я не знаю, зачем им столько денег. Я не понимаю просто. Которые они выводят в офшоры, продавая и электричество, продавая месторождения, продавая территорию Таджикистана, наживаясь на монополиях всего, справок, прав, паспортов, единственная безальтернативная дорога платная, монополия на авиаперевозки, которые в 2-3 раза дороже, чем у соседей. Я не понимаю, зачем им столько денег. У них единственное, у обслуживающего, так сказать, персонала, у министров силовиков единственная задача, они с кожи вон лезут для того, чтобы доказать, так сказать, основателю мира свою необходимость. Они боятся отставки. Они готовы идти по головам. Они готовы жертвовать жизнями детей. Они готовы идти по головам стариков. У них нет никаких национальных и общечеловеческих ценностей. Они перешли все красные черты, за которыми не человек. Они не могут, они говорят, что мы это государство и мы это нация, и показывают своими действиями, что они против государства и против нации и против национальных ценностей, потому что в Таджикистане у таджиков старики одна из ценностей национального самосознания. Это не древняя Спарта, которая сбрасывала стариков с горы для того, чтобы прожили молодые. Но у этих, которые пришли, у этой банды, у этой хунты, которые пришли, и у этих гангстеров неграмотных, как вот там все их министры, кого не назовите, Нуридин Саид, Бег Сухуров, клоуны самодеятельности колхоза имени Тапакали,
диссернетчики, ворующие все, вплоть до букв, поскольку нет ни своих мыслей, ни образования, ни вообще представления, что такое государство, что такое государственные интересы и национальные интересы. У них нет их понимания и не может быть. Какое может быть у ослов понимание о государственных интересах? И они заняты тем, что они из кожи вон лезут, чтобы совершить все новые и новые преступления против человечности и против национальных ценностей. Народ вам никогда этого не простит. У этого народа любовь к детям и уважение и почтение к старикам. Вы посадили 87-летнего старика Бобой Дона, Тониора Набиева, обвинив его в космических, фантасмагорических каких-то преступлениях, изобразив из него чуть ли не, я не знаю, Рэмбо, вам никто не поверил. Вы оскорбили народ этими своими действиями. Вы перешли черту. Вы уже показали, что жизнь ребенка для вас не имеет никакой ценности. Не только слеза ребенка. Жизнь ребенка для вас не имеет никакой ценности. И вы готовы идти по головам, по трупам, по жизням стариков. 87-летний старик не выдержит 7 лет тюрьмы, которые вы ему дали. Вы его обрекли на смерть. Вы преступники. Преступники против человечества. Вы преступники против национальных ценностей этого народа. В вас нет ни грамма человечности, ни понятия, ни грамма. Вы не уважаете своих отцов и памяти своих отцов. Какого уважения вы хотите добиться к себе лично от своих детей и внуков, если вы не уважаете старика и возраст его? И его героический поступок, то, что он не оставил детей голодными, то, что он собирал деньги, да, он собирал деньги, ему отправляли деньги как достойному и надежному человеку, дети и внуки политзаключенных, политэмигранты. И он собирал деньги и в Таджикистане для того, чтобы накормить детей, женщин, семьи политзаключенных. И для того, чтобы отвести передачи в тюрьмы. Вы понимаете абсурдность ситуации, когда вы обвиняете старика в том, что он делал передачи в тюрьму, и на основании этого вы говорите, что это содействие, сотрудничество с террористической организацией. Эту террористическую организацию, как я уже говорил, вы сами придумали. Никто в мире вам не верит. ООН заявил о незаконности и незаконности судов и обвинения, и невинности этих людей. У вас нет, вы не смогли убедить никого. Не то, что правозащитников и рабочую группу ООН, Комитета ООН по правам человека. Вы не смогли убедить даже партнеров по СНГ. Вы не смогли убедить свой народ. Вы каждый день выдумываете новых террористов для того, чтобы продолжать грабить. Это единственная причина. Как говорится, ничего личного, только бизнес. И тюрьмы – это не государственные учреждения. Если вы
утверждаете, что, что нет политзаключенных, во-первых, и во-вторых, что эти заключенные обвинены законно. Значит, закон совершен, да, по вашей логике. И они равны перед законом, как вы все говорите, представители власти. Если они равны перед законом, значит, они имеют право получать передачу. За что тогда обвинен Бобой Дона? Еще, значит, эти тюрьмы не государственные, получается? Значит, вы не государство, а банда? Банда гангстеров, захвативших в заложники народ и государство. И после этого вы говорите от имени государства и народа. Вы понимаете? Государственная тюрьма и все равны перед законом. Вы противоречите себе, обвинив старика в том, что якобы он сотрудничает там, с террористической организацией. Но, как я уже повторил, у вас все террористы, все, кто способен мыслить, у кого хватает совести и смелости говорить правду, говорить вещи, которые вам не нравятся. Еще одно смешное обвинение против, ну, согласно информации МВД, против Доньора Набиева, Бобо Идуна, в том, что он совершил растрату и использовал нецелевым образом деньги, которые ему прислали дети политзаключенных из Европы, и значит, он их потратил на свои нужды, собственные нужды. Вы его должны были наградить. За что вы его посадили? Если вы считаете, что это террористы, прислали ему деньги для своих отцов, люди в Европе работают, чтобы прокормить свои семьи, помочь нуждающимся. Я в том числе. Мы пытаемся заработать простым трудом. Это не то, что вы пытаетесь навесить на нас, что якобы это деньги каких-то спонсоров и каких-то спецслужб. Хватит вешать лапшу людям на уши. Вы должны освободить этого старика. Если у вас есть чувство собственного самосохранения, если во властных структурах остались здравомыслящие люди, вы должны подумать, вы должны решить, вы должны предпринять это решение, пересмотр этого дела. И вы должны его освободить. Вы сделаете добро не только ему, вы сделаете добро себе. Потому что народ вас в противном случае, не сегодня, а завтра, народ вас сметет. У народа есть право восстать против гнета, против грабительства. У народа есть такое право. И от Господа Бога, и согласно международным законам и нормам. Если вы не оставляете народу никакого другого выхода, если народ больше не может терпеть, вы переходите все красные черты, вы попираете все национальные ценности, духовные ценности. Вы отняли у людей последний кусок хлеба. Но нельзя унижать людей. Нельзя попирать их духовность и
достоинства, потому что вы тогда добиваетесь чего? Того, что духовность – это стержень государства, стержень нации. Вы хотите, чтобы таджики исчезли как спартанцы, растворились в мире. Уже и так половина населения за пределами Таджикистана. Там только дети и женщины, которые нуждаются в помощи. Вы не можете их обеспечить. Вы не даете им возможности жить. И вы не даете возможности им отправлять деньги, чтобы они жили и выжили в Таджикистане. И вы за это сажаете человека, таджикского Шиндлера, за то, что он помогал таджикским манделам. И нашлись такие оборотни, которые сидят в Европе и якобы бежали от режима и советуют, отправляют министру внутренних дел, как обставить и обстряпать это дело против таджикского Шиндлера. И он, это существо, называет себя журналистом, Саймидин Дустов, или как он теперь еще называет себя, Саид Мухиддин Дусмуамадион. Он претендует называть себя журналистом, политическим беженцем и представителем гражданского общества. Какого гражданского общества ты представитель? Мразь! Если ты выступаешь, ты свое имя позором просто покрыл. Я не могу представить, чтобы кто-то из представителей немецкой интеллигенции, Эрих Мария Ремарк, Томас Манн, другие, писали бы Гиммлеру, как ему обставить делишки с обвинением против Шиндлера. Я вас называю, подобных тебе, Саймидин Дустов. Таких слов, наверное, нельзя говорить в эфире. Вы Евробуском. Еврокенгуру, который прыгает туда-сюда, являясь членом партии власти Рахмона, строя из себя представителя гражданского общества, являясь идеологом, будучи идеологом партии власти, и сейчас из Европы советует Гиммлеру, как ему обставить и обстряпать обвинение против 87-летнего старика. У тебя отец есть, я видел твоего отца. Ничего человеческого. Только то, потому что ты из-за своих личных нарциссических соображений ненавидишь Мухиддина Кабири, ненавидишь таджикскую оппозицию и являясь идеологически конформистом и приспешником своего фюрера, ты готов утопить этого старика. И других. Ты повесил аватар Далера Шарипову.
при этом и называешь себя журналистом. Самедин Дустов. Ты потерял фокус. Ты потерял ориентацию человеческую. Как называть людей, которые считают себя мужчинами и, там, я не знаю, политиками или человеком, и так пасть низко? Ты себя поставил на одну полку рядом с Гиммлером, с палачами этого режима. Ты и другие пропагандоны. Гестапо. И народ не забудет. И невозможно обмануть народ. Дай Бог тебе долгих лет жизни. И твоим детям, и твоему отцу. Но ты покрыл себя позором. Интриган. Таджикский Яго. Если ты знаешь, кто это. Возвращаясь к служителям этого режима, подумайте, кому вы служите. Каким интересом, чьим интересом. Это не национальный интерес. Не надо доводить ситуацию до потрясения. Не надо. Не надо дожидаться, когда прорвет плотина. Не делайте этого. Отпустите старика. Отпустите старика, потому что я не знаю, чья это интрига самого Рамазона Рахимзода или, так сказать, молодого поколения, или, может быть, Ятимова, я не знаю, чья это медвежья услуга, очередная медвежья услуга и вашему фюреру, и его наследнику, потому что это пятно останется не только на исполнителях, на тех, кто на инициаторах, но и на каждом из них, и на вашем фюрере, и на наследнике. Есть еще возможность, если он умрет в тюрьме, вы никогда не смоете пятно позора со своего имени. Есть еще возможность выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Я желаю вам добра. Не доводите народ до отчаяния. Не оскорбляйте народ. Вы и так уже сделали все, чтобы оскорбить этот народ. Примите это как совет от чистого сердца. Несмотря на мое возмущение и на мой гнев. Всего доброго. До свидания.